Безопасная, современная, многофункциональная. Сегодня большинство детских площадок Коми не соответствуют этому описанию. Социальные сети буквально кишат жалобами на плачевное состояние игровых комплексов. Кто виноват и что делать, разбиралась Анна Зубарева. Старая перекладина, ржавая горка, качель, которая еле дышит. Так выглядит детская площадка в самом центре Сыктывкара. Обратите внимание, это большой район, вокруг несколько многоэтажек, в них проживают сотни семей. Картина типичная, говорят пользователи интернета, жалуясь на состояние игровых комплексов, что стоят в их дворах. Как показывают ежегодные рейды общественников, площадки из советского прошлого не соответствуют никаким нормам. И трагедия на таких островках детства – вопрос времени. Более того, текущая действительность говорит только об одном – все эти места отдыха по факту ничьи. У нас очень много площадок постройки 90-х годов, которые являются бесхозными, безхозяйными, и их никто многие годы не обслуживал, и поэтому они представляют угрозу жизни детей. То есть надо прежде всего, чтобы каждая площадка имела своего хозяина и обслуживала эту площадку. Детский игровой комплекс может быть как на балансе муниципалитета, так и на управляющей компании или ТСЖ. Никогда нельзя площадку назвать бесхозной. Она в любом случае стоит на чьей-то земле. А если хозяин не нашелся, городской округ несет за нее ответственность. Не имеют хозяев и не ремонтируются и не обслуживаются. Со временем они пришли в ветхое состояние, о чем очень часто пишут жители в социальных сетях. Мы довели эту информацию до главы республики Владимира Викторовича Уйба, который распорядился разобраться в этой проблеме. Глава поручил Минстрою Коми и муниципалитетам провести ревизию детских площадок. Пока что о результатах говорить рано. Специалисты должны обойти каждый двор и оценить безопасность всех детских площадок, найти собственников и доказать наличие или отсутствие паспорта или сертификата. Это важно, потому что в них как раз указан срок службы оборудования. Обычно он составляет от 3 до 10 лет. Если эти документы отсутствуют на любой площадке, независимо качели, карусельки, игровые детские комплексы, канатные дороги и так далее и тому подобное, то это оборудование эксплуатировать нельзя. Это оборудование необходимо демонтировать. Органы местного самоуправления обязаны не только в случае необходимости демонтировать объекты, благоустраивать зоны отдыха для детей, но и проводить их регулярные плановые проверки, не реже, чем раз в 3 года. У жителей тоже есть возможность повлиять на ситуацию, так сказать, ускорить процесс появления во дворе новой площадки. Их инструменты звучат как народный бюджет и формирование комфортной городской среды. Анна Зубарева, Алексей Порошуков, телеканал Юрган. В Ухтинском микрорайоне Югор подрядчики устанавливали детскую площадку прямо в снег и мороз. Такой подход возмутил и рассмешил местных жителей. Очевидцы сняли процесс на видео и выложили его в соцсеть. Пост тут же набрал массу ироничных комментариев. Что интересно, установка площадки идет за счет градообразующего предприятия в рамках благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы». Пресс-служба организации оперативно отреагировала на инцидент и дала пояснение. Как оказалось, покрытие не асфальтовое, это прорезиненная плитка. Основа для него была подготовлена заранее. Геотекстиль, песчаная подушка, 2 слоя щебня разных фракций. Все утрамбовано в соответствии с нормативными требованиями. А снятый на видео процесс – это уборка снега лопатами и растапливание газовой горелкой – необходимая мера, продиктованная погодой, которая, тем не менее, никак не повредит укладке покрытия. Технология проведения работ не нарушена и находится под контролем ответственных специалистов со стороны благотворителя.